Первым делом отдать дань памяти погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. По традиции призывники и руководители военных комиссариатов возложили цветы к мемориалу славы. На службу в абхазскую армию призываются молодые люди от 18 до 27 лет. Срок службы остается неизменным – 1,5 года и год для призывников, окончивших вузы. Мы будем призывать до тех пор, пока мы не достигнем набора до того уровня, который требуется нашим вооруженным силам. Служить или не служить – вопрос почти гамлетовский. Его задают себе многие молодые люди и их родители. У этих юношей сомнений не было. Все они понимают, что нужно отдать долг родине, и идут на этот шаг осознанно. Я с Очимчурского города приехал сюда. У меня призыв был сейчас недавно. Сюда попал. Проходим тут медкомиссию и остальное. Я думаю, это долг каждого человека в Абхазии, который живет. Он должен пройти армию, как все надо, как полагается. Армия каждому пацану нужна. Так я считаю. Ты уже знаешь, в какой части будешь служить? Тут в Минобороне, а скорее всего в офицерский хочу поступить. По этому пути пойти. Армия – это школа мужества, где в первую очередь учат постоять за себя, свою родину, родных и близких. Служба в войсках помогает юношам развить выносливость и силу воли. Армия учит самостоятельности и выживанию без родительской или другой помощи. Пришла мне повестка, пришел сюда и вот сейчас жду, куда меня будут распределять. А есть желание служить? Да, естественно, да. То есть ты считаешь, что это долг каждого мужчины? Желательно. Если человек учится, то пусть учится уже, если это его выбор. Но если ты хочешь служить, нужно служить. То есть ты готов? Да, я готов. Я готов. Не боишься тягот армейской жизни? Нет, меня уже все знаю, все это умею. Отношение к военной службе далеко не всегда положительное. Армия уже не так пугает, но еще не увлекает. С началом призыва некоторые начинают искать способ откосить от армии, но военкомы активно этому противодействуют. Бывают очень часто такие случаи, когда повесток роздано много, но является, к сожалению, к нашему большому сожалению, не так много, насколько мы раздали повестки. Это наша большая проблема, потому что бывает такое, что мы по 3 раза даже посылаем повестки. Но я хочу подчеркнуть, если призывники не являются по первой повестке, мы посылаем вторую повестку. Если он не является также по второй повестке, в таком случае уже дело направляется в соответствующие органы, которые будут заниматься разыскными мероприятиями для поставления их в призывной пункт. Если вдруг милиция не сможет разыскать данного призывника, в таком случае мы направляем материал уже в прокуратуру. Призывник может получить отсрочку или освобождение от военной службы по учебе или семейному положению. Большинство молодых людей призывного возраста предпочитают после школы получить высшее образование. Мы отдаем призывников, должны были больше отдавать, мы меньше отдаем, чем сегодня требует Министерство обороны. Потому что у нас много вузов открылось. Так должно быть, люди должны развиваться. И Россия открыта для нас. И многие уезжают учиться и потом забывают возвращаться. Или, как говорится, дальше продолжают учебу. Новобранцы уже прошли медкомиссию в районах. Годность молодых людей к службе определит республиканская призывная комиссия. Затем в учебном центре юноши пройдут курс молодого бойца. А уже после будут распределены по военным частям и подразделениям. Призывная кампания продлится до конца года. Эсма Голанзе, Граму Камки, Абхазское телевидение.